Здравствуйте! В эфире Абхазского телевидения еженедельная программа «Суть дела». В 2014 году в Абхазии впервые появилась бабочка-огневка, и тогда началась борьба с вредителем. Но, к сожалению, бабочке удалось уничтожить почти весь самшит в республике. О последствиях этого процесса и какие меры предпринимаются для восстановления самшита мы поговорим сегодня с председателем Госкомитета по экологии и охране природы Савелием Читановым. Савелий Михайлович, здравствуйте, рада вас видеть в нашей студии. Вот в первую очередь хотелось бы у вас спросить о том, каковы последствия этого процесса для экологии республики, ведь речь идет о больших территориях, это около 5000 гектаров самшитовых насаждений. Ну, если говорить о последствиях, то последствия, конечно, фатальные, катастрофические. Как вы правильно заметили, из 5000 гектаров общего насаждения самшитовых лесов на территории Абхазии 3/4, к сожалению, уже, можно сказать, уничтожены. Какая перспектива нас ожидает? С этим, конечно, надо уже смириться, ввиду того, что применяемые нам меры, а мы предпринимали различного характера и методов воздействия на огневку, на эту бабочку, включая и вертолетную обработку самшитовых насаждений. Но, к сожалению, вертолет оказался неэффективным в местах пересеченных. То есть Абхазия гористая местность, а самшит в основном сконцентрирован по ущельям рек, и потому обработка с воздуха оказалась неэффективным. После долгих, мучительных выводов мы пришли к тому, что нельзя обять необятное, и потому лучше пустить все усилия и все наши возможности на сохранение, на спасение самшита в места, доступные для наземной техники. То, чем мы сегодня благополучно занимаемся. И нам вот уже 3-й год удается сдерживать натиск и содержать самшит в зеленом состоянии по ущелью реки Бзы. Ну, в прошлом году еще ученые говорили о том, что вполне возможно, что самшит сам сможет восстановиться. После полного опадания листвы мы надеялись, что произойдет в резерве организмов, в данный момент самшита сосредоточены скрытые возможности. И вот эти спящие почки пробудились, и мы это наблюдали в Пицунде, мы это наблюдали на Скурче. Пробудились эти почки и начали расти. То есть это была надежда на то, что процесс все-таки подконтрольно и постепенно будет оживать самшитовый лес. Но получилось то, чего мы опасались больше всего. И второй раз, к сожалению, самшитовая огневка уничтожила те малые проростки, которые появились на стволах, на ветвях дефолированных самшита. Но после второго опадания листвы деревья, как вы понимаете, находятся в глубоком депрессии, и выйти из этого состояния, к сожалению, уже после второй дефоляции практически невозможно. В общем, о полной гибели растений идет речь сейчас. Да, сейчас мы уже констатируем факт полной гибели самшитовых насаждений. Еще были разговоры о том, что вполне возможно, что у вредителя появятся естественные враги, как произошло это с американской бабочкой. Ну, под этим, конечно, есть даже серьезная основа. Давайте зададимся вопросом, как же на родине ведет себя самшитовая огневка, на Юго-Восточной Азии, в Китае в частности, да? Там тоже произрастает самшит. Причем там самшит не несет такую нагрузку и такой вред не наносит огневка на самшитовые насаждения в Юго-Восточной Азии. Почему? Да потому что там в естественных условиях, в той экосистеме, откуда родом самшитовая огневка, есть ее естественные враги, которые контролируют, которые балансируют их численность. Ввиду того, что эта инвазия самшитовой огневки на нашей территории новая,
новое насекомое, оно не знакомое для нашей экосистемы и для обитателей этой экосистемы. И потому этот процесс, он, конечно, длительный, и вполне возможно, что когда-то наработаются здесь естественные враги, которые будут балансировать их численность, но до этого нам надо, конечно, ввести вот ту щадящую обработку, которую мы сегодня применяем для спасения хотя бы каких-то эталонных образцов. В ботаническом саду сумели сохранить тоже растения, эти кусты самшита, и давайте посмотрим сюжет, который мы там сняли. Давайте. Абхазы, когда говорят о чем-то древнем, любят шутить, что даже самшит не помнит. Но из-за паразита огневки, который появился в стране несколько лет назад, все самшитовые насаждения оказались уничтожены. И вот такие вот пышные кусты самшита теперь редкость для Абхазии. К борьбе с бабочкой-огневкой в ботаническом саду приступили еще 3 года назад, когда вредитель только появился в республике. Для лечения использовалась смесь химикатов – фуфанола, алатара и эсланодеза. То, что у нас вот это мы вот смогли сохранить, это заслуга заместителя директора по научно-производственной работе Евдокии Владимировны Лакоба. Кое-что пропали, но в основном сохранились. Самое главное – своевременное лечение. Самшитовая огневка нанесла непоправимый ущерб флоре Абхазии. Вот в Пицундах и дорога на Рицу. То, что украшало нашу землю, то, что это, знаете, это наш, как сказать, бренд, если можно так сказать. Самшит, он это колхидский, который в Абхазии рос, он обладает уникальной красотой. Эдуард Губа с сожалением отмечает, что в Институте ботаники уже давно упразднен отдел защиты растений. Чтобы бороться с вредителями, нужны сотрудники, которые проводили бы специальные исследования. А новые вредители появляются каждый год. Очередной проблемой стало появление в республике пальмового долгоносика. Если он уже поражен, значит, ухо надо приложить и послушать. Если там внутри какие-то, как сказать, какой-то если шум слышен, все, уже надо начать лечить эту пальму, это растение. А с виду дерево здоровое? Все, абсолютно. Абсолютно, видите, значит, с виду дерево. А потом, изнутри, когда он разрушает его внутреннее строение, мгновенная смерть уже не спасешь. С бабочкой-огневкой в ботаническом саду научились справляться. Кусты самшита здесь обрабатывают химикатами до 8 раз в год. А вот как защитить пальмы и другие виды растений, пока для них непонятно. Вот для масштабной борьбы с огневкой использовался препарат химический димелин, да, вы использовали. Но вот здесь, в ботаническом саду, они использовали другие препараты. Есть множество препаратов с аналогичным действием, что ли, скажем так. Но мы выбрали димелин, потому что это оказывает наиболее щадящее действие на полезную фауну в экосистеме. Ведь не так легко было выбрать нам в Абхазии, мы это обсуждали на заседании Кабинета министров с привлечением специалистов по защите растений. Это они нам предложили именно препарат димелин. И он оказался эффективным, поскольку препарат не имеет такого широкого спектра действия, да, он действует только на гусениц огневки первого-второго этапа развития. То есть пока возраст гусениц небольшой. Но зато этот препарат не действует абсолютно ни на пчел, ни на других насекомых. И мы с уверенностью, вот мы обрабатываем уже 2-й год, вот сейчас 3-й год мы будем заниматься тоже этим, обрабатывая ущелье реки Бзыб, пасечники там стоят абсолютно без вреда для пчел. А то, что в ботаническом саду, да, я в курсе, я ведь тоже там пока и продолжаю работать, я в курсе, что там посвящают этому делу серьезное внимание. Все-таки ботанические сады – это резерваты, да, где сохраняют растения, да, в том числе и иноземные, и интродуцированные.
А вообще такие экологические проблемы локально можно решать? В Краснодарском крае там вообще запрещено использование химических препаратов. Вот они как-то искали другие способы борьбы. Это как-то, может быть, повлияло на результаты лечения вот у нас в республике? Потому что мы тут обрабатываем химикатами, а в приграничной территории такие меры не предпринимаются. Они не смогли преодолеть свое законодательство. В отличие от российских коллег, нам удалось убедить руководство нашей страны и, во-вторых, самшит для Абхаза это не просто дерево, элемент местной флоры, а чуть больше. Если этнографически рассматривать, то именем самшита связаны многие топонимы в Абхазии. Да? Ашицра, местность такая существует. Город Ачимчира, в прошлом оно назывался Шамшир, это в переводе с турецкого языка тоже самшит. Шицквара, это речка, протекающая по самшитнику. То есть самшит для нас это особая статья, и потому мы убедили руководство страны о применении щадящего препарата, на котором мы сделали выбор. А в последующем, имея на встречах экспертов в Европе, и в Женеве об этом было сказано, причем сказано нашими российскими коллегами, что надо брать с абхазских коллег, которые смогли преодолеть свое законодательство в пользу решения проблем по спасению самшита. Ну а все-таки вот то, что в Краснодарском крае такие серьезные меры не были предприняты, это не повлияло на результаты вот лечения, которые здесь в Абхазии проводили? На территории Сочинского побережья можно сказать, что сейчас уже угрозы от них нет, поскольку если там нет живого самшита, то есть нет, значит, кормовой базы для самшитовой огневки. Вся она уже перелетела к нам, там, где еще сохраняется зеленая листва, это пища для огневки. Да, конечно, если мы здесь проводим адекватные меры по сохранению и лечению самшита, а в соседнем государстве не проводится, то, естественно, это всегда потенциально опасно реинтродукции или возникновения вновь или нашествия вновь огневки. В Институте экологии в ближайшие дни там запустят уже новую лабораторию, которая помимо изучения прочих вредителей будет заниматься и бабочкой-огневкой. Я сейчас предлагаю посмотреть репортаж, который мы там сняли. Давайте. Почти 100% самшитовых насаждений уничтожено бабочкой-огневкой. Несмотря на неутешительные данные, в Институте экологии Академии наук Абхазии надеются восстановить потерянный эндемик. Уже через несколько дней здесь заработает лаборатория, в программу которой будет включена и бабочка-огневка. Институт будет заниматься изучением этой проблемы в течение ближайших 3 лет. С одной стороны, мы изучаем биологию самшитовой огневки в условиях Абхазии, как она себя ведет, какие у нее уязвимые, так сказать, стороны, потому что любой вид, который проникает на территорию, он рано или поздно включается в систему пищевых отношений, в экосистему, и на нем располагаются паразиты, хищники, болезни в виде различных вирусных и бактериальных заболеваний, которыми подвержены все живые существа. Поэтому для нас важно выявить вот этот весь комплекс, значит, факторов, который будет ее подавлять. Бабочка-огневка внешне вполне симпатичное насекомое и кажется вполне безобидной, но аппетит гусеницы явно противоречит этому представлению. Огневка поедает не только зеленую листву самшита, но и верхнюю часть коры. Оставшись еще и без коры, деревья очень быстро теряют влагу и фактически, значит, оказались неспособны выдержать столь мощный пресс со стороны этого вредителя. Изучением поведения огневки и будут заниматься в лаборатории. Для этого приобретено высокотехнологичное оборудование, как, например, вот эти логеры. Это цифровые датчики измерения температур, причем это не просто датчики, они способны записывать сами в себя информацию за длительный период. Как вы можете видеть, это выглядит в виде железной капсулы, похоже чем-то на батарейку, но это далеко не так, это очень высокотехнологичное
оборудование, которое, в принципе, очень дорогостоящее. В республике пусть и на небольших участках есть островки, где самшит сохранился. Но главное, в Институте экологии надеются собрать семена и заложить их на длительное низкотемпературное хранение. С расчетом, что через 10-15 лет после того, как первая волна агрессивного поведения огневки спадет, была возможность для закладки питомников. Если говорить о Пицунском Мюссерском заповеднике, то, по словам Романа Саидовича, пока там речь не идет о какой-то экологической катастрофе, потому что вполне возможно, что на смену самшита придет пицунская сосна, реликтовая сосна. Они конкурируют постоянно. И вот ваше мнение интересно по этому поводу услышать. На территории Пицунского заповедника самшит погиб. Весь 100% самшита. В прошлом году я наблюдал всходы самшита под пологом самшитового леса. Но, к сожалению, опять-таки, вездесущая огневка не дала им возможность прорасти, естественно. А что касается сбора семян, в последующем создании питомника, это на самом деле актуально. Мы тоже разработали со стороны нашей службы план мероприятий по сохранению и созданию базы семян и созданию питомника. Дело в том, что самшит предпочитает в основном карбонатные почвы, то есть оно на известняках сплошь и рядом. И потому по ущелью реки Бзып там выбрано нам небольшой участок с карбонатной почвой, где возможно заложить самшит, взращивать сеянцы с последующей реинтродукцией в места, необходимые для восстановления самшитового леса. А вот если все-таки речь будет идти о восстановлении этих лесов, самшитовых насаждений, то какое время потребуется для этого, для восстановления полного? Но в обозримом будущем это говорить не приходится, поскольку самшит, как известно, долго растущая порода. Для примера, 1 миллиметр в год только идет нарастание, понимаете? Столетний самшит достигает на уровне груди 10 сантиметров в диаметре всего лишь, понимаете? И потому о скором их восстановлении речи нет, но наша основная задача заложить все необходимое для наших потомков. Во-первых, там, где возможно сохранить, а там, где невозможно их сохранить, заложить специализированные питомники для последующей реинтродукции, но это уже для будущих поколений. А вот эти 5000 гектаров, о которых мы говорим, это возможно вообще это сделать физически? Вы знаете, когда в очень скором времени произойдет следующее. На место погибшего самшита, давайте будем рассматривать так, что сообщество самшита, да, оно состоит не только из одного самшита, а под пологом этого самшитового леса произрастают всегда тенелюбивые растения. Но сейчас самшит стоит без листьев, то есть солнечные лучи, они насквозь проникают до земли, а там пока продолжают расти тенелюбивые растения. Но когда самшит был жив, свет был лимитирован для них. А когда нет листвы, прямые солнечные лучи, они будут вызывать ожоги этих тенелюбивых растений. И таким образом эти тенелюбивые растения будут постепенно вытесняться, а их место будут занимать светолюбивые растения. И таким образом постепенно произойдет, это в науке называется сукцессия, то есть смена сообществ. Места, где произрастал самшит, и что через 30-40 лет мы будем наблюдать восстановление самшита, неверно. Но вмешиваться в этот процесс мы обязаны, зная характеристику растений, биологию, экологию, географию и так далее, мы обязаны сделать
все возможное в будущем произвести реинтродукцию в те места, где произрастал самшит. Если говорить вообще о Пицунском Юссерском заповеднике, то мне бы хотелось еще поднять одну очень важную проблему. Самшит уничтожен, но земли-то еще заповедные остались, и многие, вот как нам сказал Роман Саидович, председатель собрания Гагарского района, воспринимают эти земли как пустые и непригодные теперь. И я сейчас предлагаю вам посмотреть несколько комментариев, и мы потом с вами бы обсудили эту проблему. На территории Пицунского заповедника насаждения самшита практически не осталось. В связи с этим мы наблюдаем в последнее время, люди начали занимать территории внутри заповедника. В связи с этим мы бы хотели обратиться к нашему населению, предостеречь их от этих действий, так как заповедник Пицунский, он действует, он еще является уникальным местом, и там недопустимо сегодня проведение каких-либо строительных или других работ. События в тех местах, где произрастал самшит и где самшитовая огневка его уничтожила. Там протекают события, изучение которых представляет собой научный интерес. Поэтому все те территории, на которых произрастает самшит, даже если он стоит сухой, это заповедные территории в первую очередь, они не должны подвергаться какому-либо воздействию, потому что эти территории заповедные, их нельзя занимать, на них ничего нельзя производить, они являются объектом исследований. На то существует особое положение и закон по заповедникам. Как вы будете бороться с этими фактами? Самшит погиб, да, но заповедник, да, он остается. Этот заповедник, между прочим, на весь мир известный своей сосновой рощей, с одной стороны Пицунской, а с другой стороны самшитовой. Обязательно мы будем, конечно, восстанавливать самшит на территории заповедника, Пицунского заповедника. Другое дело, что самшит погиб, и желание отдельных представителей народа имеет такое устремление захватить и построить там что-нибудь для себя, какие-то хозяйственные постройки, там, может быть, гостиничные комплексы и так далее. Но с этим в категорической форме я не согласен. Причем существует закон об особо охраняемых природных территориях, по которому отчуждение заповедных земель государственных ни в коей мере не разрешается. По этому поводу мы обращались в правительство, обращались в экологическую прокуратуру. Да, имеют отдельные места под застройку, но, насколько я информирован, не знаю, экологическая прокуратура ведет там дело, приостановлены все строительные работы, которые ведутся до особого распоряжения правительства. В общем, такие факты будут пресекаться, да, вы хотите сказать? Однозначно, поскольку я ссылаюсь еще на закон, еще раз, существует закон об особо охраняемых природных территориях, который защищает этот заповедный участок. Подводя итог нашей беседы, все-таки ваш прогноз на будущее? Сейчас мы пока речь ведем об ущелье реки Бзып, в верховье реки Кадора, там в районе реки Амткел еще есть. То есть в эти места самшит, где еще сохранил свою зеленую листву, обязательно нуждается в помощи человека, то, что мы ежегодно делаем. Вот буквально неделю назад ко мне обращались из Бзыбского ущелья, из заповедника Рицинского реликтового национального парка, что там уже в начале весны начинает оживляться огневка. И потому мы будем предпринимать применение инсектицидов для дальнейшей борьбы с самшитовой огневкой. То есть у нас есть полная решимость сохранить самшит в места, доступные для наземной техники. Это нужно для того, чтобы сохранить генофонд, семенную массу для последующих работ по их восстановлению. Савелий Михайлович, у меня на этом все. Спасибо, что нашли время прийти к нам. Спасибо. А нашим телезрителям я напоминаю, что мы говорили о проблеме сохранения самшита. Я прощаюсь с вами, увидимся через неделю.